В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Важным событием этой недели стала поездка в Москву президента Абхазии Аслана Бжания на торжества, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с лидерами крупнейших стран глава Абхазии наблюдал за военным парадом на Красной площади, где чеканили шаг отборные подразделения российской армии, армии стран бывшего Союза, а также были представлены самое передовое вооружение и техника России. Парад на Красной площади состоялся 24 июня, что очень символично, так как именно в этот день, ровно 75 лет назад, в 1945 году, здесь торжественным строем прошли только что вернувшиеся с фронтов солдаты и офицеры подразделений красноармейцев. Об участии абхазской делегации в торжествах по случаю празднования Дня Победы в Москве, а также о некоторых других заметных событиях последних дней в обзоре главных новостей за неделю. Программу продолжит моя коллега Ирина Аршба. Президент Абхазии Аслан Бжания по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина принял участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Москве 24 июня. По предложению Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия вошли депутат парламента Лаша Ашуба, бывший кандидат в президенты Адгур Арзанба. До начала парада Победы президент России Владимир Путин лично встречал глав государств, прибывших в Москву для участия в параде Победы. Президент Аслан Бжания от имени народа Абхазии поздравил Владимира Путина и всех россиян с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Глава абхазского государства поблагодарил своего российского коллегу за приглашение. Помимо президента Абхазии в праздничных торжествах приняли участие главы Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана и Таджикистана. В параде Победы приняли участие подразделения всех родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, подразделения ФСБ, МВД, МЧС и других структур, курсанты военных училищ. Торжественным маршем по Красной площади прошли также представители Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Сербии, Индии, Китая и других стран. Аслан Бжания возложил цветы у Вечного огня. Сразу по окончании парада главы государств переместились в Александровский сад. Они почтили память советских воинов, отдавших свои жизни за спасение человечества от фашизма. Затем в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от имени президента России был дан торжественный прием. Президент Абхазии Аслан Бжания преподнес в дар Владимиру Путину книгу-альбом о советском летчике Николае Сикове и летчиках, охранявших небо Абхазии от немецких бомбардировок в годы Великой Отечественной войны. Альбом был изготовлен к юбилею Победы. На следующий день Аслан Бжания рассказал о том, как встретили абхазскую делегацию в российской столице. خيار خونه خطيئة كفرة أبسنين خوفي ترانسفا عمشتو أنوحدو ردس نحر استخوب يقلعت وبصة تقلص عاشا كركش سويتيجي أبستازارجو بزيران سوريتا توب حراس حد أبش ما سويبزين حردر كلد يربشتن زيجي شكان وبريد شربشجة سيقو بحسبيانا قد حرجي حبخة أيعيرك ويحكرنيقو وبس يزبحتو تقلص عاشا بسمنات نسوي حيتا. 22 июня, в день памяти и скорби, в день, когда началась Великая Отечественная война, в Сухуме у памятника неизвестному солдату состоялся памятный митинг и церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства, депутаты Народного собрания, представители Россотрудничества, а также сотрудники столичной администрации, деятели науки и культуры. Центральная избирательная комиссия Абхазии провела жеребьевку по определению бесплатного эфирного времени, предоставляемого Абхазской государственной телерадиокомпанией кандидатам в депутаты Народного собрания Абхазии. Кроме того, были утверждены формы и тексты избирательных бюллетеней. Первый прямой эфир с участием кандидатов Бзыбского избирательного округа номер 10 состоится 6 июля. 7 июля состоится эфир с участием кандидатов в депутаты от Гудаутского городского избирательного округа номер 18. А кандидатам от Харского избирательного округа номер 14 эфирное время предоставляется 8 числа. Согласно жеребьевке, выступления кандидатов в депутаты Кындыхского избирательного округа номер 31 пройдут на абхазском телевидении 9 июля. Каждому кандидату АГТРК предоставляет не менее 20 минут, из которых не менее 17 минут выделяется на теледебаты, 3 минуты на агитационные ролики.
Вопросы соблюдения правопорядка во время повторных выборов депутатов Народного собрания Абхазии, а также подготовки к проведению голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации были обсуждены на совещании, которое провел руководитель администрации президента Алхаз Квитиня. Во встрече приняли участие главы городских и районных администраций. 1 июля с 8 до 20 часов в помещении консульского отдела посольства Российской Федерации в Сухуми состоится голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Руководство республики должно создать все условия, чтобы граждане могли спокойно проголосовать, отметил Алхаз Квитиня. Глава администрации президента подчеркнул, что необходимо организовать транспорт для граждан до здания посольства России в Абхазии. Кроме того, необходимо обеспечить общественный порядок в районах, где 12 июля пройдут выборы в Народное собрание парламента Абхазии. Для этого необходимо взаимодействие глав местных администраций с правоохранительными структурами. Вопрос взаимоотношений Абхазии с республиками Северного Кавказа стал темой круглого стола, который прошел в Народном собрании по инициативе парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В работе круглого стола «Абхазия, Северный Кавказ. Прошлое, настоящее и будущее» приняли участие члены данного комитета, историки, общественные деятели, эксперты. Обсудив проблемы и перспективы развития взаимоотношений между Абхазией с республиками Северного Кавказа, участники круглого стола отметили, что намерены обращаться к президенту с предложением о воссоздании Института официального представительства Республики Абхазия на Северном Кавказе. 5 выпускников Сухумского высшего общевойскового командного училища пополнили ряды офицеров Министерства обороны Абхазии. В Сухуме в Парке Славы состоялась церемония торжественного вручения дипломов, а также присвоения воинского звания лейтенант. К началу мероприятия военнослужащие возложили цветы к мемориалу славы, затем почтили память павших героев минутой молчания. Это были основные новости недели. Мы продолжаем программу. После отмены ограничительных мер, которые были введены в стране для противодействия распространению коронавируса, по всей республике оживилась спортивная жизнь. Спорт в Абхазии всегда был популярен. За республикой значатся имена знаменитых мастеров и звезд спорта. И сегодня, несмотря на то, что где-то недостаточно развита инфраструктура и не так много объектов для проведения физических тренировок, жители стараются следить за своей формой. Местные тренеры с энтузиазмом занимаются подготовкой подрастающего поколения, прививая любовь к физической культуре. В Сухуми под руководством департамента по вопросам молодежи и спорта работают различные секции, интерес к которым растет с каждым днем. Чем живет спортивный Сухум? Смотрите в репортаже Амелии Бисмарк. Во время тренировок по системе Альфа-Гравити мозг отдыхает и думать практически невозможно, утверждает инструктор по йоге Артем Дианов. Но при этом, находясь в крайне сложной позиции, довольно складно дает нам интервью. Укрепляются ноги, руки, полностью весь сухожильно-мышечный корсет. Также мы испытываем нагрузку на разрыв и высвобождается огромная энергия. У нас успокаивается и психическое состояние. Мы становимся более спокойными, более жизнерадостными. Во время тренировок мы ощущаем такое же положение, когда мы находимся внутри утробы. Мы двигаемся в трехмерном пространстве. Влево, вправо. А те любители йоги, которые не готовы к таким экстремальным упражнениям, расстелив коврики на зеленом лугу, спокойно выполняют стандартные асаны. Мимо них вместе с родителями утиным строем проходят еще сонные дети. С утра они спешат на занятия по плаванию, которые каждое утро проходят на Сухумской набережной. Клим уже считает себя опытным пловцом. Мне иногда, кстати, нравятся сильные волны, высокие. Я на них люблю кататься. И я так плюхаю из них. Оба! Юных пловцов на бесплатной основе тренируют известные в мире водного спорта мастера. Детей очень много. Основная цель – это чтобы наше подрастающее поколение было здоровенькое. Это самое главное. Даже дети, придя на обучение, научатся плавать – это уже большой плюс. Ну, условия у нас вот, море, тоже хорошо. Надеемся, конечно, на лучшее, что когда-нибудь появится бассейн.
Несмотря на то, что бассейна в городе нет, многие дети не бросают занятия. И после долгого зимнего перерыва каждое лето возвращаются в секцию. Сестры Саша и Даша Козловы ходят на плавание не первый год и даже подают определенные надежды. Мы сначала обязательно прокручиваем руки, чтобы разогреть мышцы. После этого мы с Еленой Павловной делаем разминку. И затем мы прыгаем с волнореза и плывем свое задание. Мы здесь занимаемся коллективом, и все подбадривают друг друга, чтобы у всех получалось. Поэтому всем весело сюда ходить. Мы еще после тренировки иногда можем поиграть. По словам тренера Елены Вардемиади, интерес к плаванию в Сухуми большой, поэтому молодым специалистам стоит обратить внимание на развитие этого вида спорта в Абхазии. Пожелание все-таки привлечь молодежь, которые заканчивают даже наш АГУ, спортивный факультет, чтобы как-то передать опыт хоть кому-то. Пока никаких желаний у молодежи мы не видим. У нас в Абхазии, к сожалению, осталось 2 тренера. Мы уже в возрасте, пенсионеры, но любим свою работу и на таком вот энтузиазме, с любовью занимаемся. Пока дети занимаются своим делом в воде, на берегу проходит разминка молодых боксеров. После карантина занятия на свежем воздухе – настоящий подарок для ребят, признается их тренер. Во время карантина у нас был запрет заниматься в залах и вообще собираться, массово собираться. Но у них, у каждого была своя работа, задача, то есть на удаленном доступе они тренировались в домашних условиях, поддерживали свою физическую форму. Это было необходимо. Свое видео присылали, что они делают, как они выполняют задания. И где-то корректировка была с моей стороны. Но в целом я посмотрел, что это очень помогло. И я сейчас их когда собрал, я смотрю, что у них все замечательно, они в хорошей форме. Ближе к началу рабочего дня территория этой части набережной заметно пустеет. И на смену спортсменам сюда устремляются любители пляжного отдыха. А когда вечерняя прохлада уже начинает ощущаться в воздухе, атмосфера вокруг сухумских кортов снова оживляется. Дети и взрослые приступают к вечерним тренировкам и играм. Спорт развивает мужские качества, характер развивает. Без спорта очень сложно человеку, если он хочет иметь характер, иметь правильное восприятие жизни, спорт необходим для этого. Ваши друзья вас поддерживают? Да, я заставляю друзей тоже заниматься, притягиваю к спорту. В команде местных баскетболистов пополнение. В мире известно множество чернокожих звезд этого популярного вида спорта. Одри Янгей приехал в Абхазию из Конго и решил не бросать баскетбол. Он быстро нашел здесь друзей по интересам. Я люблю заниматься спортом, потому что я могу находиться с друзьями. Я люблю заниматься волейболом. Мне нравится заниматься спортом здесь, в Абхазии. Для меня это что-то очень важное. И я нашел здесь много друзей. Это меня подталкивает делать что-то еще более хорошее. Те, кто предпочитает заниматься спортом в более спокойной атмосфере, вечерами отправляются на старый Сухумский стадион. Очень спокойно, уютно. То есть любой желающий может спокойно зайти, там никто не препятствует. Нету вот этих движений, там, как мы наблюдаем в городе, например. Каждый, занимаясь спортом, идет к своим целям, но всех этих людей объединяет общее стремление к здоровому образу жизни. Я с удовольствием просыпаюсь утром, иду на работу без каких-либо таких, не знаю, тяжелых моментов, когда ты просыпаешься. С удовольствием просыпаюсь, отлично себя чувствую, стараюсь тоже не курить сигареты. Вот большинство вот ради этого стараюсь бросить сигареты и вот занимаюсь. Получается, да. Постепенно, не сразу, но постепенно. Я работаю врачом, я нейрохирург. Это одна из самых стрессовых профессий. И я считаю, что каждый врач, в частности, он должен найти какое-то определенное занятие, которое его расслабляет. На сегодняшний момент известно, что спорт является мощнейшим антидепрессантом, потому что во время спорта вырабатывается огромное количество гормонов и гормон счастья, да, эндорфины, энкефалины, вот эти вот гормоны, которые вот способствуют хорошему настроению, поднимают настроение. Вот, и кто-то просто находит антидепрессант в стакане, кто-то пьет, я имею в виду, да, кто-то ходит в лес за грибами, вот, а я занимаюсь спортом.
В мире проведено огромное количество исследований, доказывающих положительное влияние активного образа жизни на психоэмоциональное состояние человека. Важен спорт и для поддержания иммунитета, развивая устойчивость организма к различным инфекциям. Это мнение поддерживает и доктор спортивной и оздоровительной медицины Георгий Зильфов. Физические нагрузки умеренные, щадящие и грамотно разработанные, они повышают иммунитет, иммунокомпетентный механизм, которые дают возможность организму резистентности и сопротивляемости вирусам, например. Поэтому я всегда прописываю человеку это несколько моментов. Это двигательная активность, щадящая, всегда прислушиваться к своему организму, грамотное питание и короткий теренкур, то есть небольшие туристические выпады в том месте, где вы живете. Кроме того, адекватные физические нагрузки переформатируют программы организма по развитию патологий, тем самым уменьшая риски появления хронических заболеваний. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Ильдар Дамиров для событий недели. Продолжая тему спорта, напомню, что на этой неделе столичный департамент по спорту и вопросам молодежи возглавила молодой руководитель. Указом главы администрации Сухума им стала Эльза Хагба. О самых главных направлениях в работе департамента, о том, как прошел период ограничительных мер для спорта, а также планах на будущее, новый начальник департамента согласилась рассказать в нашей студии. Здравствуйте, Эльза Эдуардовна. Здравствуйте. Закончился период ограничительных мер для спорта. Как вот этот период вы пережили? Спортивные секции, клубы? Ну, скажу так, вообще-то очень тяжело прошел процесс пандемии, что касается для спорта, потому что негде было заниматься, спортивные залы закрыты, и негде было вести секции. Естественно, все находились дома, и в домашних условиях пытались как-то поддерживать форму. Естественно, на помощь пришли социальные сети. Все тренировки спустя какое-то время пришлось проводить онлайн. Вот в такой форме были спортивные занятия. Ну, ограничительные меры завершились. С чего начали спортивную работу в вашем департаменте? Насколько активно они включились сразу в тренировочный процесс? Ну, хочу сказать так, что когда период пандемии закончился, мы не сразу открыли спортивные залы, приходилось тренироваться нашим секциям на воздухе. Это спортивные площадки, мини-футбольные поля, воркаут-площадки, ну и набережная. Начинали с того, что, естественно, нужно было прийти в форму всем нашим спортсменам, которые занимаются более-менее профессионально. Пробежки, тренировки. Что касается, когда уже открыли залы, вот нам разрешили, мы уже, естественно, подстроились под новый график, и тренировки начались и продолжаются. Конечно, выездов на соревнования нет, но мы планируем внутри начинать наши внутренние соревнования. Вы собираете тренеров, общаетесь ли с ними? Когда идет вот этот процесс, скажем так, обмена мнениями, какие задачи вы им ставите? Или они, может быть, задают вам какие-то вопросы? Естественно, мы собираемся с тренерским коллективом, обсуждаем, как быть, как дальше работу ставить, что приоритетнее на данном этапе. Данный этап у нас такой, что молодежь привлечь в спорт, массовость. Это самая первая задача – вовлечь молодежь в спорт. Мы вот по этому поводу, наш комитет, ныне департамент, работаем с организациями, такими как «Спорт-Апсны». И если все пойдет так, как по плану, то летом, это в августе, планируется провести заплыв с Уимсухом. Вы, наверное, помните, вот в прошлом году такое было.
И, наверное, осенью будет забеги. То есть это будет зависеть от того, вот как будет вести себя эпидемия, пандемия. Да. И все такое, зависит именно от этого, как дальше будет складываться именно карантин. Но что делает департамент для того, чтобы вот эти проекты как-то реализовывать? Сейчас уже приступаете или вы пока в ожидании того, что будет происходить за границами и прочее? Ну, естественно, мы пока в ожидании, но мы на месте не стоим. Нами разрабатываются стратегии в области молодежной политики. Это обязательное направление, ведь молодежь – это самое приоритетное для нашего государства. Это работа в патриотическом воспитании, также пропаганды здорового образа жизни, правильного досуга молодежи. И нам вот в городе не хватает дворца молодежи. Именно там, где молодежь могла бы собираться, и занятость молодежи была бы уже у нас как-то сформирована. Что вы думаете о количестве спортивных секций? Какова ситуация с этим? Кружки, секции, там уже не важно. Главное, чтобы ребенок или молодой человек был вовлечен в спорт, да, мог заниматься, куда-то ходить по своим интересам. У нас очень много молодых специалистов, именно молодых, которые хотят заниматься тренерской деятельностью. И если вы заметили, тенденция в последние годы, что это не только молодежь, все приобщаются к спорту, здоровому образу. Естественно, у нас не хватает площадок, это спортивных сооружений для занятия спортом. Но на данный момент то, что имеется, в принципе, могут заниматься. Дети занимаются как игровыми видами спорта, так и единоборствами. Этого достаточно. И у нас в департаменте мы в период карантина делали такие ролики в соцсетях, показывающие, что в городе есть спортивные площадки. Те, кто для любителей баскетбола, волейбола, воркаута, тенниса. Ведь можно не обязательно в залах заниматься, можно и на улице заниматься спортом. Вот такую работу мы ведем. И коллектив наш пополнился молодыми специалистами. Ведь молодые, в них больше креатива. И они как бы, несмотря на то, что мы более как бы работники с опытом, но молодые специалисты нам что-то приносят, какую-то новую идею. И хочу отметить, что в разработке стратегии молодежной политики нам некоторые вопросы и моменты подсказал наш глава города Беслан Федорович. Нас очень поддерживает в нашей работе. Вот я как раз захотела спросить, как руководство города воспринимает ваши просьбы, ваши, не знаю, ваше видение с тем, чтобы как-то развивать дальше спорт. Как эти обсуждения вообще проходят, и можете ли вы донести свои идеи до руководства, что вот это именно необходимо, это необходимо сделать, потому что это важно, например? Ну, во всей нашей работе всегда было так, что мы доносили. У нас новый глава, и с первых дней нашей совместной работы он нас принял, он нас выслушал и даже много идей подсказал, в каком направлении мы должны все вместе работать. Самое главное, у нас есть поддержка в направлении молодежной политики. Были некие направления и подсказки, как правильно нам их разработать, что больше включить. И нами буквально вот в этом месяце будут проведены для молодежи мини-футбольный турнир среди дворовых команд. Также чуть позже, в конце месяца, мы проведем стритбол. Это такие виды, которые на сегодняшний день очень популярны. А вот этот стритбол, как вы будете собирать ребят? С каких секций искать где-то специально или просто дадите объявление? Мы дадим объявление в соцсети, и я думаю, что у нас будет очень много команд. Это среди любителей баскетбола, среди любителей мини-футбола. Это все делается для нашей молодежи, для привлечения и вовлечения в спорт.
Вы говорили несколько раз о стратегии молодежной политики, но интересно узнать стратегию развития именно спорта, городского спорта. Есть ли она и если, или, может быть, вы думали о том, какой она должна быть? Могли бы вы поделиться своими мыслями? Что касается спорта в городе, вот у нас есть секции. Есть по видам, есть те виды спорта, которые приносят нам и медали. Это единоборство. Сейчас перечислять по видам я не буду, но скажу, что потенциал у нас большой есть. У нас очень большая талантливая молодежь, именно спортивная, которая хочет заниматься. Наши спортсмены выезжают на первенство России, на ЮФО, на СКФО по разным видам спорта. И мы надеемся, что продолжатся эти соревнования, наши спортсмены будут выезжать на соревнования. Ну, понятное единоборство, традиционно у нас сильное такое направление, но хотелось бы, может быть, расширять как-то виды спорта, вот тоже фехтование, плавание, которое у нас, к сожалению, только летом. Еще какие-то, очень много видов спорта, куда дети по интересам, ну не все борцы, да, не все там атлеты и прочее, да, но могли бы использовать свои таланты, допустим, в каких-то других, или данные, да, в каких-то других видах спорта. Вот об этом как-то идет речь на ваших встречах, не знаю, с руководством города, когда вы говорите о стратегии развития спорта? Да, конечно, ввиду того, что у нас есть также нехватка кадров именно по тем видам, которые вот тоже фехтование, у нас нет кадров. Это, естественно, нужно привлекать. То же самое и вот, допустим, велоспорт, плавание. Но остались только те тренеры, которые когда-то тренировали, да, на той базе, вот на базе бассейн, который у нас был в городе. Естественно, это привлечение кадров. Это обязательно нужно. И у нас стоит вопрос в том, что наши тренеры должны обязательно проходить квалификацию, повышение своего тренерского мастерства. Хотелось бы поговорить с вами о спортивно-массовых мероприятиях. Вы говорили о том, что будет вот этот заплыв, но это чуть позже. Как это будет направление у вас в ближайшее время? Но мы опять-таки будем отталкиваться от того, что нам будет разрешать, какие культурно-массовые мероприятия проводить. Если нам будет разрешено, то мы, естественно, включимся в работу и будем проводить множество мероприятий, потому что у нас запланировано очень много мероприятий, именно связанных с массовостью. Чуть позже мы собираемся проводить уже среди старших дворовых команд мини-футбол. Я думаю, что в планах будет турнир среди организаций. Есть тоже такие задумки. И по нашим видам, которые у нас есть, по ним мы хотим провести внутри открытые первенства. В планах также есть проведение пляжного волейбола среди юношей и девушек. Что касается инвентаря, ну инвентарь у нас есть, площадки у нас есть, пляжный волейбол мы проводим на пляже, у нас есть 2 волейбольные площадки в городе открытые, где также можем провести турнир по волейболу. Также по стритболу у нас есть открытые площадки в городе, есть мини-футбольные поля, где все это можно задействовать именно вот в летний период, не обязательно проводить в помещении. Вы совсем недавно стали руководителем департамента. Да, действительно, комитет поменял свое название. Сейчас он называется Департамент по делам молодежи и спорта. Как новый руководитель, как вы видите развитие спорта? Каковы ваши первые шаги в новой должности? Для меня самое главное – это работа. И команда, в которой я работаю, на сегодняшний день у нас сложилась очень такая дружная команда. И со своей командой, я думаю, что мы постараемся сделать в области и спорта, и молодежи все возможное от нас зависящее. Знаете, очень важно приобщать к спорту, ведь спорт в ребенке, в молодежи воспитывает характер, силу воли, где человек может какие-то достичь высот, уметь побеждать, также уметь проигрывать. Это самое главное, закаляет характер. Ведь спорт приобщает ко многому.
к дисциплине самое главное. Благодарю вас, Эльза Эдуардовна, за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Всего доброго. Спасибо большое. В субботу, 27 июня, общественность Абхазии с грустью восприняла весть о скоропостижной кончине главного врача Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии, полковника медицинской службы, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Зураба Ачба. Внезапная смерть Зураба Ачба потрясла всех, кто знал его. Люди выражают свою скорбь по случаю кончины известного врача эмоциональными откликами в социальных сетях. Зураб Ачба родился в 1965 году в городе Очимчира, окончил лечебный факультет Тбилисского государственного мединститута. С 1993 по 1998 годы был ординатором отделения хирургии больницы скорой медицинской помощи в Красноярске. С 1998 по 2010 годы главный врач Гулерибского района и замначальника по лечебной части Центрального военного госпиталя Минобороны, который он возглавил в 2010 году. Глубокие соболезнования родным и близким Зураба Ахметовича Ачба выразило Министерство здравоохранения Республики Абхазия, Республиканский профсоюз работников здравоохранения. В Сухумском художественном училище имени Чачба Ширвашидзе прошла защита дипломов. На суд экзаменационной комиссии были вынесены 13 работ студентов. Председателем экзаменационной комиссии был министр культуры Абхазии Гудиса Агарба. На защите дипломов также присутствовал министр образования и языковой политики Инал Габлия. 13 выпускников Сухумской художественной школы представили на суд экзаменационной комиссии свои дипломные работы. 4 года учебы позади, а значит, самое время показать, чему они научились у своих именитых преподавателей. Несмотря на ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в училище старались проводить запланированные занятия как практические, так и онлайн. Художественный руководитель дипломных работ по скульптуре, художник Виталий Дженя, с сожалением признается, что с каждым годом молодых людей, выбирающих это направление, становится меньше. И все же среди дипломантов есть скульпторы, на которых возлагаются большие надежды. Арина Агухава представила свою дипломную работу – скульптуру ее любимого артиста Адриану Челентано. Хочу сказать немного о своей работе, что на первый взгляд, да, она выглядит немного грубовато. И я хочу добавить, что она не только грубая, но и очень живая работа, так как это мой стиль, это мой почерк. Я не пыталась сделать просто копию, а хотела уловить его харизму, именно, чем он отличается, и характер. Хорошо освоила законы пластики. И видно, что с хорошим руководителем вы работали, учились. И мы просто желаем вам в будущем, чтобы вы продолжили профессиональную деятельность. Это самое главное для нас. Успехов! 5 выпускников уже приняли решение продолжить образование по специальности. Некоторые поступили на отделение живописи в АГУ, другие – в высшие учебные заведения России. Министр культуры Гудиса Агарба отметил, что министерство готово оказать поддержку особо одаренным студентам. Узбарта яму авадаю ракласара повы хазам тала лайвы хазаеги амчи бжалак дзанам ташозар шиха халатана убризи хралат шавяб харге культура министра гана хала Как отмечают члены экзаменационной комиссии, не все выпускники, показывающие неплохие результаты, продолжают в дальнейшем заниматься творчеством. Однако, несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что у Абхазии большое творческое будущее. После перерыва в один день в субботу, 27 июня, продолжилась выставка сухумского художника Архипа Лабахуа, открывшаяся 25 июня на набережной Махаджиров. Архип Лабахуа – изобретатель, скульптор, развивающий в Абхазии новое направление – жанровую городскую скульптуру. Его бронзовые работы «Чик», «Ника», «Пингвин-философ», «Тачкум» и многие другие городские миниатюры придают Сухуму неповторимое очарование и колорит. На этот раз творчество Архипа Лабахуа представлено в совершенно
совершенно иной форме, еще раз демонстрируя многогранность и неординарность его личности. «Робинзониада» или «Как я провел карантин» – так совершенно необычно называется новая выставка художника. По словам Архипа, он строго соблюдал карантинный режим. Все представленные работы были созданы в условиях жесткой самоизоляции. Всего на выставке «Робинзониада» представлено 20 работ. Как признался художник, выставка посвящена его близкому другу, писательнице и журналисту Надежде Венедиктовой. Я стал более внимательно задумываться над какими-то темами, рассматривать какие-то предметы. И подумал, что можно сделать из моих размышлений, из тех предметов, которые меня интересуют, какую-то выставку, которую я решил объединить именно вот темой Робинзона, потому что, ну, как я сказал, мы все оказались немножко Робинзонами. Некоторые образы я до сих пор не могу расшифровать сам. И мне очень интересно, что будет говорить зритель. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.